Третий день голосования в самом разгаре. На главный вопрос об основном законе кто-то уже успел ответить, поставив галочку в бюллетене, а кому-то только предстоит это сделать. Именитый боксер, олимпийский чемпион Рахим Черкиев тоже решил выполнить свой гражданский долг. Никакие регалии не отменяют мер безопасности. Вначале обязательный ритуал – измерить температуру, обработать руки, надеть перчатки и маску, и только потом голосовать. На УИК номер 303 именитый спортсмен пришел одним из первых, чтобы выполнить свой гражданский долг. Он очень надеется, что если поправки к Конституции вступят в силу, то развитию молодежи и спорта будет уделяться пристальное внимание. Ведь это гарантирует поправки в 41-ю статью. Созрела, наверное, все-таки необходимость этих поправок в Конституцию Российской Федерации. И считаю, очень много там прописано поправок, которые нацелены на гармоничное процветание, стабильность и благополучие нашей молодежи. То, что касается культуры, образования, спорта. Уполномоченный по правам человека Джамбулат Аздоев тоже голосует на этом участке. Кстати, он сегодня пришел с сыном, чтобы уже с детства приучать его к гражданской ответственности. Пришел проголосовать за поправки, которые были инициированы президентом Российской Федерации. С другой стороны, и присутствует служебная необходимость посмотреть, как идет голосование, как уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия. Есть ли какие-то жалобы, какие-то предложения. Я вижу, что процесс организации голосования на хорошем уровне организован. С одной стороны, необходимо думать об укреплении границ, территориальной целостности государства и так далее. С другой стороны, мы понимаем, что социальная составляющая имеет важное значение, потому что мы знаем, что многие люди, кто-то остался без работы, кто-то, каким-то иным способом оказался в трудном материальном положении. Выгодав свободную минуту, пришла сюда и Макка Цычоева. Она молодая мама и учитель начальных классов. Поэтому дети для нее главный приоритет в жизни. А предложенные поправки Конституции как раз-таки обещают создавать все условия для подрастающего поколения. Считаю, что с самого рождения даже нужно учитывать приоритеты ребенка, обеспечить его не только его учебу, но и дальнейшее развитие, устройство на работу, чтобы они стали полноценными гражданами, которые будут приносить пользу не только для самих себя, но и для всей страны. Также обеспечить их безопасность, интересы, всестороннее развитие. Здесь важен каждый голос, ведь от него зависит будущее страны. Помочь определиться с выбором и донести суть поправок помогают волонтеры Конституции. Они сегодня не только на страже основного закона, но и безопасности здоровья голосующих. Работа заключается в помощи избирательной комиссии, если возникают какие-либо вопросы. И, естественно, мы стоим у входа, раздаем перчатки, измеряем температуру, масочки даем. Каких-либо экстренных ситуаций, чтобы человеку становилось плохо, такого пока еще не наблюдалось на нашем участке. Голосование с доставкой на дом. Те, кто по тем или иным причинам не может посетить свой участок лично, члены избиркома приходят сами. Обязательное обмундирование и переносная урна в наличии. Вдова ветерана Любовь Гайтукиева голосует у себя. Бабушка рада, что на этом голосовании внести свой вклад в будущее страны можно, не нарушая режима самоизоляции, предусмотренного для категории 65+. Ведь она давно хотела воспользоваться своим правом выбора. Кто-то уже давно определился с решением и проголосовал, а кто-то только планирует это сделать. К слову, чтобы сделать свой выбор, у россиян еще 4 дня. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.